Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». И я представляю своего собеседника. Это Артур Шайнуров, депутат Горсовета Уфы, руководитель фракции КПРФ. Артур Альбертович, здравствуйте. Добрый день, дорогая Роза. Добрый день, уважаемые телезрители. Очень приятно быть сегодня у вас в гостях. Очень комфортно, уютно, можно сказать, домашняя у вас сегодня студия. Поэтому охотно поговорим вот на те темы, которые мы с вами предварительно проговорили. Ну, действительно, тем в апреле, связанных именно с партией КПРФ, очень немало. Поэтому начнем с того, что почему апрель вот такой вот действительно очень важный и особенный месяц для КПРФ? Ну, я считаю, что очень правильно подметили. Апрель месяц не только для коммунистов, но и для жизни всей нашей страны является особенно значимым. Поэтому это, конечно, концентрация важных событий, которые связаны с историей нашей страны, нашего государства, и знаковыми датами, событиями, которые сегодня имеют для нашей страны очень важное ключевое значение. Но, если позволите, я тогда сразу, наверное, отмечу, что в апрель месяц вообще традиционно начинается с активных мероприятий, которые связаны с благоустройством нашего города. Поэтому коммунисты, как всегда, в апреле все как один выходят на коммунистические субботники. И не зря говорят, что чисто там, где коммунисты. Поэтому мы привели в порядок все территории, которые примыкают к нашему республиканскому комитету. Ежегодно мы проводим масштабные субботники вокруг территории Дома-музея Ленина. И, конечно, эта территория становится сразу предметом для всеобщего гуляния, для интересов, которые так условно наши жители проявляют к Владимиру Ильичу Ленину. И также отмечу, что вот апрель месяц, он, конечно, связан с знаменательным событием. Это день рождения Владимира Ильича Ленина. Поэтому 22 апреля, вот буквально вчера, уже после той работы, которую мы провели по убранству всей территории, мы провели памятное мероприятие. И, что важно, очень приятно отметить, интерес к этим мероприятиям проявляют сегодня школьники. Вот на вчерашнем мероприятии, которое как раз было ознаменовано днем рождения Владимира Ильича Ленина, пришло более 50 школьников. И, конечно, сегодня я так чувствую, что интерес к учению, к делу и к личности Ленина проявляют сегодня наши молодые представители очень глубокие. Что важно также отметить, на данном мероприятии мы провели презентацию книги Рустема Вахитова. Книга называется «Ленин и мы». Очень интересное произведение, и я в этой части только хочу сказать, что в книге раскрываются достаточно важные исторические события, связанные с учением Ленина, с его творчеством, с теми мифами, которые, безусловно, с Лениным были связаны и до сегодняшнего дня остаются там предметом спора. Поэтому также хочу признать, что книга, безусловно, имеет успех, и я бы надеялся на то, что, может, у нас еще такая возможность сложится, и мы Рустема Вахитова также пригласим вот в нашу студию и более подробно расскажем о его содержании. Рустем Вахитов является известным философом, известным публицистом, евразистом, который свою деятельность посвятил как раз изучению советской цивилизации. Поэтому уверен, что эта встреча будет интересна, и было бы также очень полезно провести презентацию для наших телезрителей. Артур Альбертович, почему идеи Ленина актуальны на сегодняшний день, как вы думаете? Я думаю, что на эту тему можно рассуждать часами, но если коротко. Ну, сегодня, безусловно, все, что связано с творчеством, учением и трудами Владимира Ильича Ленина, это тезисы за справедливость. Сегодняшние события, которые мы сегодня наблюдаем и понимаем, в какой ситуации сегодня находится наша страна, тезисы Ленина и его работы обретают сегодня особое значение. Поэтому один из тезисов, когда он говорил о власти большинства, а не меньшинства, это как раз прецедент создания первого в мире уникального советского социалистического государства. Владимир Ильич Ленин являлся не только создателем коммунистической партии, но и создал новую общность людей, которая была объединена по принципам единства, солидарности, уважения друг к другу. Это было первое в мире многонациональное государство с огромной территорией, в состав которого вошли практически 15 союзных республик. И Владимиру Ильичу Ленину
Но наша республика должна быть особо благодарна, поскольку он был инициатором подписания соглашения о создании первой башкирской автономной республики. Поэтому еще раз подчеркну, что тезис власти большинства, а не меньшинства, является отчасти успехом управления такой глобальной большой страной. Следующий тезис, это я уже упомянул, это справедливость, а не подачки. Это сегодня также является достаточно значимым социальным фактором, где мы говорим не о том, что мы должны помогать бедным, мы должны сегодня исключить саму систему порождения бедности и работать над тем, чтобы сегодня отдельная категория социальных слоев получала необходимые меры государственной поддержки. Сегодня, конечно, важным отметить сам факт состояния отдельных отраслей, и сегодня требуется глобальная система, глобальное изменение системы в части модернизации государственных органов, финансирования нашего здравоохранения, финансирования образовательного процесса. Да, мы понимаем, в каком состоянии сегодня находятся учителя. Поэтому вот без системных мер эту проблему сегодня искоренения бедности по-другому мы не решим. Следующим тезисом хотел бы отметить это развитие страны без колониальной зависимости. То есть это как раз пример того, когда молодое советское государство, не обладая какими-либо серьезными производственными активами, сумело в кратчайшие сроки создать очень сильную, эффективную экономику. Буквально за первые пятилетки деятельности советского государства было построено более 10 тысяч крупных промышленных предприятий. И тогда у нас не было ни западных технологий, ни какой-либо зарубежной помощи. Это все удалось сделать вот благодаря той производственно-научной базе, которую удалось создать вот буквально первые 2 пятилетки. Поэтому это, конечно, сегодня ключевые задачи, чтобы мы, уже извлекая уроки и понимая, что вокруг нашей страны формируется достаточно серьезная коалиция давления, где целевой задачей вообще поставлено оставить Российскую Федерацию чисто сырьевым придатком. И сегодня ключевой вектор развития – это, безусловно, модернизация, это финансирование фундаментальной науки. Ну, о науке Ленин говорил отдельно, и он считал, что это очень серьезное направление, а не придаток рынка. Сегодня мы понимаем, что науку мы не можем перевести на самофинансирование и на самоокупаемость. Это ключевая государственная задача. И пример политика Владимира Ильича Ленина, когда были разработаны такие уникальные планы, как ГОЭЛ-РО, что позволило обеспечить качественное кольцевое энергоснабжение огромной страны. А в основе, безусловно, явился сам факт поддержки и науки, и экономики. И мы понимаем, что это удавалось сделать вот, благодаря созданию Академии наук. Очень эффективным были на тот момент инструменты поддержки или стимулирования молодых рабочих, когда создавались на производствах рабочие факультеты. И была возможность уже в короткие периоды молодым рабочим обрести уже дополнительные инженерные специальности, и это позволило стране обеспечить вот колоссальный рывок, который до этого история практически не знала. Но это все, конечно, связано уже с тезисом, наверное, о праве на самостоятельное развитие. То есть сегодня страна не может развиваться без необходимых мер социальной поддержки. И сравнивая, каким образом происходило становление молодого советского государства, прежде всего были установлены права нашим прекрасным женщинам. Да, мы понимаем, что до советской власти женщины практически не были наделены возможностью работать наравне с мужчинами. У них не было избирательного права. И вот фактор всех изменений, который позволил показать, какой результат можно достичь путем формирования правильной социальной поддержки, это и позволило нашей стране, Советскому Союзу, стать ведущей, крупнейшей мировой державой. Вот из тех идей, которые озвучили, как вы думаете, какие из них наиболее актуальны сейчас и применимы для того, чтобы вот совершить этот рывок, который, наверное, нам сегодня тоже очень нужен? Ну, если попытаться ответить на ваш вопрос, то
отмечу еще одно важное событие, которое мы отмечали в апреле месяце. Это День космонавтики. Переходя от тезисов Ленина, имя, которое является также символом развития нашей страны, это Юрий Гагарин. Каждый мальчишка, когда мы росли, наверное, стал бы космонавтом, если невозможности другие, которые государство ему предоставляло. Поэтому каждый из нас уже готовил себя к этой высокой миссии. Занимались спортом, получали качественное образование. У нас были стимулы, которые были отработаны системами подготовки практически со школьного возраста, начиная с пионерской организации. Поэтому, вот говоря о возможности роста, мы опять акцентируем, что сегодня только поддержка науки, создание новых индустриально развитых производств, восстановление тех отраслей экономики, которые за последние годы, к сожалению, чувствуют себя не в лучшей форме. Это, я хочу сказать, касается и машиностроения, авиационного строения, судостроения. Вот все эти моменты сегодня требуют глубокого анализа. Не понаслышке могу сказать, что сегодняшняя ситуация в экономике, я, признаться, могу так, достаточно глубоко погружен в отдельные отрасли, начиная от судоходства, судостроения и кончая производством нефтегазового оборудования. Сегодня большая часть предприятий, которые связаны с такими сложными секторами, находятся на грани выживания. Поэтому, конечно, ключевой проблемой, которая, по сути, их привела к такой ситуации, связанной со стагнацией, это очень жесткая кредитно-денежная политика Центрального банка. Поэтому при такой ключевой ставке сегодня невозможно инвестировать в новое производство. Нельзя сегодня работать по формированию каких-то новых разработок в этих отраслях. И я считаю, что ключевым вопросом сегодня является как раз глубокий пересмотр изменения социально-экономического курса. Поэтому я возвращаюсь к Дню космонавтики и, вспоминая, как советское государство отмечало это событие, это было не только прорывом, это была демонстрация мощи и силы нашего государства. Но в основе этого прорыва, конечно, опять-таки была сталино-ленинская модернизация, которая буквально в первые годы становления советского государства сделала акцент на поддержку науки. Были сформированы новые научные центры, Академия наук, Совнарком для таких общественных деятелей, как Циолковский, сформировал специальные премии, и что позволило буквально в короткие сроки создать действительно мощнейший научный кулак, который и позволил уже Советскому Союзу первому запустить человека в космос. Собственно, вроде сценарий достаточно несложный, но мы понимаем, что это требует достаточно системной, ежедневной и кропотливой работы и анализа над тем, что позволит стране выйти на передовые позиции. Артур Альбертович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими идеями, тем, чем живет фракция КПРФ сейчас. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.